1 июня в России в полную силу начал действовать антитабачный закон. Это означает, что курение в общественных местах будет полностью запрещено. О других ограничениях для курящих в материале нашего корреспондента Рудольфа Сахарова. Вступивший вчера в силу антитабачный закон вводит ощутимые ограничения для курильщиков и направлен на уменьшение количества курящих людей на территории России. Так, согласно данным Минздрава, на данный момент в стране курят около 40% жителей. С начала лета курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах запрещено. Хочу сказать, что действительно, зависимо от сигарет, сейчас от них очень многое большое плохое влияние идет для молодежи. И вот этим сегодняшним мероприятием хотим показать, что действительно сегодня здоровый образ жизни это модно, что действительно здоровый образ жизни нужен для молодого человека. Но не для молодого, но и для всего населения в целом. В законопослушных заведениях уже накануне выхода антитабачного закона сотрудники бросают вредную привычку. Во многих появились предупреждающие таблички. Наглядная агитация. С 1 июня вступает в силу вторая часть антитабачного закона, поэтому курение запрещено. Что касается кафе и ресторанов, то красивые пепельницы, служившие прежде и элементом интерьера, пропали со столов. Курить будет можно только на открытых летних площадках. В тентах, шатрах, даже если их называют верандами, уже нет. Никаких курительных комнат и каких-то специальных ресторанов. Под запретом даже кальян на табаке. Вполне лояльно отношусь к этому. Ну правильно, нельзя же все время курить в общественном месте же. Вы сам не курящий человек? Я курю, но дома в основном курю. Конечно, правильно. Очень даже. И для детей это очень хорошо, я думаю. Я приветствую. Да, я убежденный сторонник антинаркотический, антиалкогольный. Поэтому я думаю, что это прекрасно. Мы хотим видеть своих внуков и правнуков, чтобы они были трезвые, здоровые, веселые. Ну, специально должны быть, как сказать, места отведены там, где курить. Я не курю сама. Ну, лучше бы они лучше бросили бы курить, потому что еще дорожает же сигарет. Ну или специально отведенных местах. Пускай там курят. Купить сигареты тоже станет сложнее. Во-первых, теперь только в магазинах, а не киосках или лотках. Во-вторых, привычная сигаретная витрина с десятками марок теперь скрыта за невзрачным прейскурантом под названием «табак». К новым правилам табакокурения россиян решили приучать постепенно. На вокзалах дикторы и охранники вежливо просят или не курить вовсе, или затушить сигарету. Стоит отметить, обыкновенного курильщика-нарушителя полицейский может оштрафовать на 1500 рублей. Рудольф Сахаров, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.